Петр Иванович! Ладно? Петр Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анна. Мне подсказали, что... Очень приятно. Мне подсказали, что вы мастер по изготовлению музыкальных инструментов. Я хочу, чтобы вы научили меня тоже. Вам правильно подсказали. Если что-то от меня зависит, то я вас научу делать инструмент. Спасибо. Не за что. Проходите. Я как бы играю на флуэре с детства. А сам начал делать, сначала делали, знаете, как непрофессионально, так находили железные трубочки, и отверстия делали и играли на нем. Ну, потом я уже, когда учился в Сороках, и мы начали играть на инструментах, и я уже играл на флуэре, ковале, на кларнете. И потом я купил книгу, где были все инструменты, такие, как изготавливать эти инструменты. И вот я заразился этим, сделал один инструмент, потом второй, третий. Ну, тем более я как бы выучился я у меня первая профессия токарь. Купил себе станок и начал заниматься. Это у меня как хобби, я дома делаю эти инструменты. Вот ковалы, гайды, кауши, флеера. Вот сейчас из представленных вами инструментов, какой самый старый? Здесь? Да. Самый старый вот этот. Это средний ковал считается. Я его делал где-то лет 25 назад. А вы можете сыграть нам на каком-то из этих музыкальных инструментов? Конечно, смогу, почему нет. Вот, например, на этом ковале вам сыграю. Это ковал, на нем играют, знаете, такие жалостные мелодии. Но есть у нас флуэра, которые чабаны наши играют на нем в основном. Ну, там уже тут наши кадынджи можно, марамы можно. Вот так. Ну, я надеюсь, вы покажете нам, как изготавливают такие музыкальные инструменты. Сегодня сделаем инструмент, который называется флуэр. Флуэр ми минорный сделаем. Я надеюсь, что у нас времени сегодня хватит, чтобы хотя бы половину этого инструмента сделать, потому что это очень долгий процесс. Первым делом, смотрите, я сушу сначала вот такие заготовки делаю, сушу их. Это я привез с Буковины. Это дерево называется именно бук. Это из Карпат. И лет 15 назад я привез оттуда несколько штук. И вот они 15 лет высохли. И после 10 лет, 12 лет можно уже делать инструменты. И вот сейчас мы попробуем, посмотрим, что получится с этого дерева. Потому что не с каждого получается. Некоторые портятся во время работы, некоторые трескаются после работы. Ну так, я надеюсь, что сегодня у нас получится. С чего начинается процесс изготовления? Процесс изготовления начинается, это вот токарный станок специально для обработки и железа, и дерева. И вот мы сначала ставим, фиксируем дерево, фиксируем сначала здесь, на станке. Вот так это происходит, чтобы найти центр. Примерно мы находим центр. Думаю, что центр возьмет.
Вот так и зажимаем. Нажимаем тут. И вот теперь можно включать станок и начинаем обрабатывать дерево. Ну вот так вручную оно и делается. Перед последним разом останавливается станок, и я смотрю, нет ли лишних трещин, чтобы потом зря уже не делать дальше. Поменять надо будет. Пойдет. В чем секрет качественного флуэра? Секрет качества – это только дерево. Если дерево хорошо сушеное, качество будет очень хорошее. Но когда уже инструмент изготавливается, после того года 3-4 на нем надо играть, чтобы он как бы созрел, этот инструмент. При игре он еще созревает, этот инструмент. Как бы становится действительно с ним же можно. Чем старее инструмент деревянный, тем он лучше изучит и качество звучания все. Ну вот смотрите, сейчас она уже почти, вот эта сторона уже готова. Сейчас я приступаю к шлифовке. Берется наждачная бумага. Можно двоечку, можно троечку сначала. И шлифуем. Она так шлифуется. Ну вот это предварительная шлифовка. Потом она еще будет шлифоваться нулевкой. Сейчас я сделаю, как бы подукрашиваю немножко, чуть-чуть.
Ну вот мы померили. Тут у нас должно быть 19. Она у нас так и есть 19. Сейчас я его порежу. Уже какая длина должна быть. И потом развернем его и будем сверлить отверстие для создания инструмента. Все хорошо. Сейчас. Ну вот мы завершили процесс сверления. Сейчас мы приступим к сверлению отверстий для пальцев. Для этого мы вот такую черту проводим, чтобы они были на одном уровне. Вот так. Сейчас отмечаем их расстояние. Все. Теперь приступим к сверлению. Ну вот и все. Сейчас я делаю свистковое отверстие. Это самое трудоемкое и очень точно здесь нужно. Если мы вот здесь ошибемся хоть на доли миллиметров, то этот инструмент уже не будет звучать. Вот здесь самая нужна точность. И сейчас я его начинаю обрабатывать. Он должен идти под конусом. Поэтому начало это очень тяжело. Ну а теперь мы выжигаем вот эти отверстия
выжигаем их с помощью железного приспособления. Я их приготовил заранее, они именно этого размера. И мы обжигаем, чтобы не порвались бока флуира. И вот оно делается вот так. Вот. Сейчас мы ставим его обратно. Пускай наберет опять температуру. И это уже другого размера. Третье отверстие должно. Вот это мы должны сделать с этим. То есть это отверстие больше, чем Да, остальные? да, они разные. Всех разные. После того, как мы обожжем вот эти отверстия, потом мы сделаем шлифовку этих с внутренней стороны и с наружной стороны вот этих отверстий. И потом дудочка должна стоять 2-3 дня, и сделаем первую покраску. Она красится 6-7 раз. И пока не наберет свой цвет, 6-7 разов надо ее красить. И потом уже можно пробовать инструмент настроить. Настраиваться, вот это я же говорил, делаем вот это свистковое отверстие, и оно настраивается под камертон, чтобы оно звучало, и можно было играть на нем в оркестре, чтобы вот этот инструмент звучал. Петр Иванович, что для вас музыка? Музыка для меня – это вся моя жизнь. Я с детства любил музыку, потом пошел профессионально учиться этому. И вот уже около 40 лет профессионально занимаюсь музыкой. Знаете, пишу песни, играю на инструментах. Если бы была у вас возможность заново начать вашу жизнь, вы бы выбрали бы еще раз музыку как свое основное направление в жизни? Наверное, да, потому что, как говорится, это судьба. Наверное, да. Петр Иванович, вам спасибо за то, что приняли нас сегодня. Нам было очень интересно посмотреть, как делаются настоящие музыкальные инструменты. Огромное вам спасибо за то, что сегодня были со мной и увидели этот труд. Действительно труд, который надо вложить хотя бы на один инструмент. Вы сами увидели, что за один день невозможно сделать инструмент. Так как мы его не закончили, я вам дарю законченный один из моих инструментов. Спасибо вам большое. Спасибо. Все. До свидания. До свидания.